Когда эмоции затмевают факты, история превращается в инструмент пропаганды. Уважаемые зрители, данный видеоматериал был изготовлен исключительно в образовательных, познавательных и разоблачительных целях. Нисколько не призывает к разжиганию межнациональной розни. Никак не преследует цели унижения чести и достоинства по национальному признаку или отдельной взятой личности. Тем более не пытается представить в образе врага ту или иную нацию. Отнюдь не претендует на экстремизм и не побуждает к противоправным деяниям, запрещенных законодательством Российской Федерации и других государств. Мы за дружественные отношения между народами. Верим в единого Всевышнего. Уважаем российское и другие государства. Чтим религиозные предписания и законы. За правду, против лжи, а также против любых негативных и безрассудных действий. Приятного просмотра. Что такое историческая правда? Это не набор удобных фактов, выдернутых из контекста, а кропотливый анализ документов и свидетельств. В последние годы в публичном поле вновь поднимается вопрос о лояльности ингушей и противостоянии чеченцев к российской державе в рамках истории. Со стороны как простых обывателей, так и имеющих обширную аудиторию различных блогеров, историков. Имеют место быть упреки в адрес ингушского народа относительно договора 1810 года. В частности, несостоятельные упреки, упоминая генерала-майора Дельпацо как якобы какой-то объект преклонения со стороны ингушей. Очень распространены массовые обвинения в адрес всего ингушского народа в якобы каком-то там предательстве и вероломстве в связи с подписанием ингушами этого акта присяги. Однако тут далеко не все так однозначны, эти необоснованные обвинения лишь имеют предвзятую основу и нисколько не зиждятся на убедительной подоплеке. Об этом мы подробно поговорим в дальнейшем. К примеру, в книге доктора исторических наук Салмана Мирзакаевича Джамирзаева под названием «Древняя история чеченцев Нахчи» на странице 72 указана вопиюще ложная информация, что якобы ингуши – это искусственная нация, выделенная из чеченцев царским правительством после подписания ими ингушами акта вечной присяги в верности России в 1810 году во Владикавказе. Разумеется, это страшная дезинформация, которая не имеет абсолютно никакого отношения к правде, а лишь является примером манипулятивной фальшивки и введения читателя в заблуждение. Непонятно, как человек, получивший звание доктора исторических наук, позволил себе настолько низко опускаться до настолько возмутительной фальсификации истории. В одном из своих эфиров известный на Кавказе блогер Башлам Чимаев, человек, который является, как он себя называет, дипломизированным историком. С 2018 года началась эта Рубиловка, у меня, по крайней мере. До этого, да, у меня есть высшее историческое образование, я дипломизированный историк, но мне как-то... Высказал следующее, упомянув тот самый договор. Спутник World, Савош, ага. Мне хочется узнать. Ответь мне. ГЗ-61-62. Ты за договор, подписанный с Николаем II еще в 1810 году? Или против этого? Скажи мне свой ответ. Тот самый договор. Мы обязуемся, клянемся быть вашими верно подданными. Ты за этот договор или нет? Ответь, потом я тебе отвечу. Довольно странно, когда тот, как он себя называет, дипломизированный историк, регулярно ведет прямые эфиры на тему истории, путается в элементарных исторических датах, утверждая, в 1810 году российским императором был не Александр I, а Николай II, который займет царский трон лишь через 86 лет, в 1896 году. Но история взаимоотношений с Россией куда сложнее, и подобный прагматизм был свойственен многим народам Кавказа, включая и тех, кто сегодня выступает с обвинениями. Обратимся к одной из самых спорных тем – отношениям кавказских народов с Российской империей, и развенчаем миф о вечной войне одних и быстрой присяге других. Далее будут представлены не мнения, а документальные свидетельства, касающиеся присяг и договоров народов Кавказа с Российской империей, будут опровергнуты распространяемые заблуждения.
Для начала выясним предысторию договора между 6 ингушскими радами и царской администрацией. Постараемся углубиться в этот вопрос, чтобы узнать, какими мотивами и намерениями руководствовались ингуши, подписывая во Владикавказе 22 августа 1810 года акт о вступлении в российское подданство и как все происходило на самом деле, как до, так и после. Следующие описываемые события происходили еще до подписания того самого акта присяги. В 4 томе актов, собранных Кавказской археографической комиссией, изданном в Тифлисе в 1870 году, собрана вся цепочка событий, описанная в хронологическом порядке. Все последующие приводимые рапорты взяты из этой книги. Текст рапорта генерала Дельпоцо генералу Булгакову. Начинается все 5 июня 1810 года, когда ингуши пропустили чеченцев во Владикавказскую крепость, хотя делать им этого было нельзя. Представители царской администрации были недовольны ингушами за то, что они пропустили чеченцев во Владикавказскую крепость, и за то, что они не донесли об этом коменданту крепости, и как тут указывает сам генерал Дельпоцо в своем рапорте. Из-за этого несообщения о намерениях чеченцев организовать грабежи у крепости Владикавказ. Ингушский народ истинно привержен к пользам российского правительства не был. И далее тут указывается, что чеченцы, не воспользовавшись около крепости желаемой добычей, при возвращении и прохождении через ингушские селения, убили ингушского пастуха и хотели отогнать баранов со стада, и тогда между ингушами и чеченцами произошла ссора, вылившаяся затем в кровопролитное сражение. Подробности этого сражения, произошедшего 5 июня 1810 года, прослеживаются в рапорте генерала Тармасова от 2 июля того же года. Здесь сообщается известие от генерала-майора Ивеилича, что чеченская партия, состоящая из 600 человек, переправилась через реку Сунжу и Камбелеевку и потянулась к Владикавказской крепости. Затем Ивеилич приказал ингушам следовать по обратному пути разбойников из Чечни, чтобы затем их настигнуть и разбить, что и было приведено в исполнение ингушами все того же 5 июня. После того, как чеченцы были отражены от Владикавказской крепости и гнаты, то ингуши бросились на отступающих налетчиков. Затем это вылилось в кровавую стычку, в которой, как тут сообщается, потери чеченской стороны составили 50 человек, в плен взято 23 человека, были убиты предводители разбойников и в качестве трофея получено до 100 лошадей. И заметьте, здесь нигде не говорится о том, что вместе с ингушами в этом сражении воевали и помогали им русские солдаты. То есть ингуши проявили себя в этой битве исключительно как самостоятельная боевая единица. О потерях с ингушской стороны не сообщается. Вследствие этого удручающего события генерал от инфантерии Булгаков предписал генералу-майору Ивеиличу взять ингушей под защиту и обезопасить их, поскольку полагал, что чеченцы из-за поражения в той битве рано или поздно объявят ингушам кровную месть, что, разумеется, может вылиться в еще одно кровавое побоище. Так что фактор предусмотрительного предотвращения очередного кровопролития тут также играет свою роль. В рапорте Ивеилича генералу Тармасову номер 294 21 июня 1810 года можно извлечь следующее сведение. Поскольку у чеченцев после поражения от ингушей в битве, произошедшей 5 июня того же года, еще были свежие обиды и ими повелевала жажда мести к ингушам. Учитывая также то обстоятельство, что во Владикавказской крепости находились еще 23 пленных чеченцев. В донесении ингушей русским генералам указывалось, что тут часть чеченцев, а именно горских, андеевских и чеченцев из андерийских деревень, считавшихся тогда мирными и находившихся в подданстве России, что их на кровную месть ингушам побуждает остававшаяся в непокорности группа чеченцев, чтобы, цитата, «следовать вкупе на ингуш и чинить отомщение, истребить ингуш за учиненное ими против чеченских хищников нападение». Конец цитаты. И затем, чтобы обезопасить себя от очередной страшной участи, ингуши просили к себе в селение одно орудие и несколько канониров с зарядами, поскольку у ингушей были опасения, что им придется столкнуться с многократно превышающим по численности и вооружению противником, и в одиночку они могут не справиться. В рапорте Ивеилича генералу от инфантерии Булгакову за 9 июня можно узнать об основных мотивах и намерениях прошения ингушских старшин взять их под покровительство России. Дело в том, что ингуши, традиционно ассоциирующийся как преимущественно горный народ,
веками осуществляли попытки переселиться на равнину с целью заиметь возможность полноценно вести сельское хозяйство. А для этого нужны обширные пахотные земли, которых в условиях горного ландшафта крайне скудное количество. Но попытки ингушей освоиться на равнине, в частности в долине реки Сунжа, часто оборачивались для них причиняемыми препятствиями со стороны кабардинцев, которые не давали ингушам свободно владеть своими землями на равнине, и чеченцев, которые также претендовали на право обосноваться в долине реки Сунжа и так же, как и кабардинцы, не давали ингушам распоряжаться этими землями так, как хотят они сами. Об этом и сообщается в данном рапорте. Цитата. «Причем долгом поставляю присовокупить просьбу вышепрописанных ингушских старшин и всего их селения, простирающего 7000 душ, то есть тогда население ингушей на равнине составляло 7000 человек, которые по бедственному своему состоянию принуждены были для хлебопашества переселиться на реку Сунжу с отданием аманатов кабардинскому князю Батако Жамботову. С отданием с каждого двора по рублю серебряника и по 2 марки проса. Сверх всего положения принуждены были от чеченских хищников принять к себе их аманатов с отданием же чеченцам и их мулам такой же подати, которые их и обратили в мусульманскую веру и сделали мечеть, куда ингуши ходили учиться вере, что и служило на время в пользу хищников. Но многие ингуши часто секретно извещали меня о партиях мимо их селения проходящих. Но возбранить им делать хищнические против русских партий не отваживались. Но по настоянию моему решились они учинить на последнюю партию нападение и разбить оную, в надежде, что начальство примет их под покровительство великого государя и защитить от чеченцев и кабарды. Почему и просят во время собирания с поля хлеба воинскую команду. Причем еще просят, чтобы кабардинцы, поврожденные их между собой вражде, особенно за учиненное ныне убийство князя Албакенда и Узденяева и Жирука неотомщенным. А от чеченцев в состоянии они защититься с малой помощью русских. Обещаю через Сунжу их не пропускать, чем и пресекутся хищнические партии, о чем и обещал донести высшему начальству, с тем условием, чтобы они пленных, находившихся у них чеченцев и карабулаков, не возвращали до разрешения высшего руководства, которое они просят к 20 числу сего месяца решения.